Друзья, знакомьтесь с нашими участниками. Мы с удовольствием вам представляем, дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Вот они движутся вперед, вот они самые сильные люди города Тобольска. Уверенной походкой они продвигаются для того, чтобы мы каждого поименно узнали. Дорогие друзья, давайте их приветствовать бурными аплодисментами. Встречайте! Денис Балыков, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Владимир Симонов, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Никита Панов, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, победитель областного Орангул-Батыр 2011. Сергей Воронин, победитель городского Орангул-Батыр 2011. Рустамов Азатбек, чемпион города Тобольска по пауэрлифтингу. Андрей Якубовский, кандидат в мастера спорта по дзюдо. И Динар Файзулин, призер города Тобольска по гиревому спорту. Давайте пожелаем нашим участникам только победы! Ну что ж, друзья, не скупитесь на аплодисменты. Я знаю, что вы можете тоже очень громко аплодировать. Город Тобольск, вас не слышно. Давайте будем хлопать в ладоши от всей души. Мы затаили дыхание, сейчас будет дан старт. Интересно, если бревно заменить какой-нибудь большой, невероятной и в то же время сногсшибательной теткой. Получилось бы так здорово и быстро. Друзья, давайте его поддержим. Результат на лицо. Итак, на старте Денис Балыков. Те, кто не верит, может встать под бревно во время выполнения упражнения. Я думаю, что тогда все сомнения будут развеяны. Ну, а в этом случае улетучены, возможно, даже навсегда. Стоп. Хусейн, объясняйте, что можно в касаться? Спасите нас от атаки коны. Что он хочет? Там не такие люди, им мужчины не нравятся. Бревно? Нет. Вы знаете, все кричат, что этот мужчина хочет бревно, и это как-то настораживает. А тем временем, друзья, упражнение подошло к своему завершению. Аплодисменты! Чтобы все получилось. Вот он пошел вперед, давайте его поддержим, друзья мои. Ему нужны ваши аплодисменты, давайте будем хлопать в ладоши и кричать. 100 килограммов! Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Посмотрим, какие результаты Никита покажет сегодня. Отлично! На старт выходит Сергей Воронин. Первый этап. Друзья, ну давайте же, не молчите! Вот это скорость, вот это полет. Формула-1 отдыхает 2 раза. Легкого испытания. Удачи! Итак, поехали! Вот оно, новое имя в конкурсе Орангул-Батыр. Рустамов Азатбек. Друзья мои, давайте его поддержим. Бревно вздымается вверх и опускается вниз. Кубовский Андрей, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Все-таки, друзья, что ни говори, спортивные люди, спортивные и грациозные во всем. Итак, все меньше и меньше времени остается до завершения этого конкурса. Где же вы? Ведь мы специально договорились не с видео и фоторепортерами, но еще и с погодой, чтобы она нас ни в коем случае не подвела. Итак, аплодисменты звучат громче! Дорогие друзья, тем временем мы сейчас вам расскажем места после первого этапа. Мы расскажем вам первую тройку. На 3-м месте оказался Андрей Якубовский. На 2-м месте Сергей Воронин. И на 1-м пока еще Никита Панов. Кстати говоря, время, затраченное на выполнение этого задания, первым местом буквально 6,7 секунды. Согласитесь, результат впечатляет. Итак, мы переходим
к богатырским мешкам. Внимание! На старте сразу же два участника. За кого вы болеете больше, друзья? Мне кажется, прямо сейчас стоит показать всю энергию и мощь ваших оваций. Вот они, настоящие гонки по-тобольски. Балыков Денис и Евгений Романов. Кто же будет первым? Кто пересечет финишную черту? Кто преодолеет это расстояние? Вот они пошли вперед, разрезая воздух, как птицы. Падение. Но, друзья мои, не надо сдаваться, нужно идти вперед. Не отступать и не сдаваться. Сила, ловкость, красота. Друзья, вот. Давайте пожелаем им успехов. Давайте пожелаем еще раз нашим участникам упорства, мужества и, конечно же, силы. Поехали! А ведь это не шутка, 50 килограммов в каждой руке. Но нужно идти вперед. Вот расстояние преодолено. Наблюдаем и ждем. Ну и, конечно же, аплодируем, друзья, не нужно этого стесняться. Ну вот, коллега, а вы говорили, ведь результаты практически, однако судейская коллегия чуть позже огласит нам результаты. Ну что ж, друзья мои, вот вперед из песни, а очень даже быстро. Ему нужно перенести три чурки подряд, одну за другой. Это Евгений Романов. Он как ветер, он неудержим. Вот это да! Давай, Женя! Давай, жги! Друзья, на старте Денис Балыков. Друзья мои, Соломон с бородой. Вот первая чурка доставлена. Как он бежит, как развиваются волосы на ветру. Друзья мои, красавец-мужчина. Вторая чурка далась не так легко. Что же будет с третьей? Давай, Денис. Давай, Денисушка. Поднимай, мы верим в тебя. Давай, Денис, немножко осталось. Встречайте. Сегодня он надел свои счастливые клетчатые шорты. Надеюсь, что они принесут ему сегодня счастье и успех. Как он готовится, он немножко даже пританцовывает. Ну, потому что это веселое дело, потому что все здесь участвуют в удовольствии. Итак, старт дан. Вова, давай! Вова, жми! Вова, вперед! Мы верим в тебя! Вова! Тем временем чурки не ожидали, что они могут быть так легко брошены и кинуты практически на произвол судьбы. Ой-ой-ой, друзья, опасный момент! Давайте. Овации не повредят, громче! Сила просто-таки переливается в нем. Он просто-таки настоящий богатырь. Настоящий батыр. Вон, друзья мои, есть на что посмотреть, есть чему удивиться. И Никита понесся вперед. Одна чурочка. Давай-ка вторую. С той же практически. А что же будет с третьей? Мы удивляемся, друзья мои, давайте его поддержим. И третья как пушинка практически. Давай. Вот это да. Ну и, конечно же, друзья, желаем всем и каждому только удачи, только большой силы. Ну и, конечно же, каждому мы желаем побольше болельщиков. Группа поддержки должна быть огромная. Громче, друзья! Вот, смотрите, как нужно действовать. Он не очень доволен результатом. Можно речь. Это, друзья мои, дан старт. И он бежит вперед. Какая-то особая тактика. Тут главное, может быть, не скорость, а главное все донести правильно и верно. И, может быть, это правильная тактика. Азатбек Рустамов, чемпион Тобольска по пауэрлифтингу. Тем временем на старте Андрей Якубовский, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Не все так просто, действительно нужно подготовиться. Фото на память. И сейчас будет дан старт.
Девчурки полетят как ракеты. Вот оно! Выстрел номер 1. В точку. Давайте второй. Вторая ракета пошла. Все правильно. И сейчас будет третья. И тоже наверняка в яблочко. Давай, давай, Андрюша. Давай. На старте Динар Файзулин, призер Тобольска по гиревому спорту. Посмотрим, с какой скоростью он переносил мебель на 9-й этаж. Тем более, что это 3-й этап нашего конкурса, и сил остается все меньше и меньше, а поддержка только усиливается. Друзья, ну он могучий, кто бы ожидал. Давайте его поддержим как следует. Вот он, Мардаудал. Вот это да! Мы в шоке! Динар, ты молодец! Друзья мои, это Евгений Романов. Я думаю, что ему весьма не помешает ваша поддержка, друзья мои. Он первопроходец, бросил вызов профессионалам. И это правильно, потому что нужно держать их в тонусе. Нужно стремиться к победе. Вот, друзья! Друзья, какая экономия бензина все-таки? Ведь можно так перетягивать автомобили за собой. Сейчас пилоты телеги займут свои места. Вес телеги — это очень важно. На турнире Арангул-Батыр 2013 мы будем перетягивать какие-нибудь поезда или КАМАЗы. Но пока что ограничиваемся телегой. И от этого аплодисменты и поддержка ничуть не тише и не меньше, друзья. Человек-тягач тоже приготовился, занял специальную позицию. Сейчас он будет применять всю силу своих рук, чтобы ускорить процесс движения. И вот процесс пошел, друзья мои. Ему нужна ваша поддержка. Это Владимир Симонов. Вот такой он молодец. Вот так вот. А сейчас, друзья мои, имя известно многим. Никита Панов. Скоро Никита станет папой. И мы поздравляем Никиту. Друзья мои, давайте поддержим Никиту. Никита, давай. Сергей Воронин. Громче. А вот он и тянет, друзья мои, а вот какая скорость! Даже пилоты телеги аплодируют. Они в шоке. Азатбек Рустамов. Человек, который впервые участвует в этом конкурсе. Вот такие вот сильные люди живут в городе Тобольске. И самое главное, что великолепные результаты показывают наши участники турнира Арангул-Батыр 2012. Вновь телега отправилась в путешествие. Напоминаю, что тянет ее Азатбек Рустамов. Давай! Вперед! Вот она достигла своей конечной точки. Напоминаем, что Андрей Якубовский является кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Собственно, те качества, которые сегодня демонстрируют наши спортсмены, которые заявились для участия в турнире. Громче, друзья! Андрей Якубовский. Давай, Андрюша. Вот так вот. Немножко постарался. И вот тебе нате. Телега приехала. Участник под номером 8. Динар Файзулин. Видимо, аппаратура испугалась того, что к ней могут прийти спортсмены. И, вы знаете, прямо-таки исправить силой все случившиеся неполадки. Итак, друзья, участник под номером 8 сейчас на старте. Давайте пожелаем ему удачи, тем более, что уже через несколько минут мы узнаем имя чемпиона, имя победителя открытого турнира
Арангул Батыр 2012. Согласитесь, неплохой способ провести этот субботний день. Я думаю, что те, кто сегодня встал пораньше, проснулся, привел себя в порядок и пришел на праздник Сабантуй, ни в коем случае не разочаровался в этом действии. Друзья мои, на большой сцене случится подведение итогов, а сейчас пока на этом все. Не столько важно, сколько выступления. Такие выступления закаляют характер и только добавляют там спортивного азарта и мастерства. С результатом 26 баллов. 7-е место за Рустамом Мазатбеком. Это самый младший участник. С результатом 23 балла. 6-е место занимает Балыков Денис. С результатом 20 баллов. 5 место за Романовым Евгением. Вот за 3-е место до последнего борьба шла, однако, тем не менее, с результатом 18 баллов, 4-е место Якубовский Андрей. И небольшое вступление. В прошлом году на битве чемпионов мы опробовали своего новенького бойца, и вот первые плоды его выступлений уже на этих соревнованиях они проявились. 3-е место с результатом 17 баллов Симонов Владимир. Получается человек. Итак, и 2 участника. Так получилось, что у обоих по 6 баллов, и судьи начали высчитывать секунды за все конкурсы, то есть сложили все секунды, и буквально на одну секунду, и там несколько миллисекунд. Первое место занял Воронин Сергей. Сейчас идем, мы сейчас вместе компании идем сразу на сцену, там официально награждаемся, ну и на этом все. Дорогие друзья, уважаемые гости, на нашем Майдане проходил второй открытый турнир Арангул Батыр 2012. Иң кызган чагы көрәшнең кем калыр икән Батыр? Муенына тәкә салып, кем соң өенә кайтыр? Арангул Батыр көрәшенең җиңүчеләрен бүләкләү өчен без Һәм Хусейн Арангуловны чакырабыз. Алкышлап каршы алыгыз. Главный судья состязаний Андрей Маркросов. Хәсән һәм Хусейн Арангуловлар сәхнәгә. Чакырабыз сезне. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости Сабантуй! Здравствуйте, уважаемые гости города Тобольска! Вас не слышно, Тобольск! Сегодня праздник Сабантуй! Поздравляем! Итак, мы начинаем церемонию награждения открытого турнира Арангул Батыр 2012! Мы награждаем самых сильных, самых смелых и самых ловких людей города Тобольска. Итак, дорогие друзья, мы хотим отметить, что организаторами этого праздника выступили знаменитые братья Арангуловы. А сейчас встречайте всех участников открытого турнира Арангул Батыр 2012! Вот это да, друзья, вот это сила, вот это настоящая мужская красота. Это Евгений Романов, аплодисменты. Это Денис Балыков, Владимир Симонов, Никита Панов, Сергей Воронин, Азатбек Рустамов, Андрей Якубовский, Динар Файзулин. Итак, дорогие друзья, 3-е место в невероятной борьбе
Завоевал Владимир Симонов! Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. 3-е место в открытом чемпионате Орангул-Батыр 2012. 2-е место и серебряный кубок получает Никита Панов! Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Ну что ж, друзья мои, 1-е место. Уже 2-й год подряд 1-е место занимает Сергей Воронин. Вот они, одни из самых сильных людей города Тобольска. Друзья, но Есть также и поощрительные призы, которые получают все участники открытого турнира Орангул-Батыр 2012. Давайте еще раз поприветствуем наших участников и победителей. Это Евгений Романов, Денис Балыков, это Азатбек Рустамов, это Андрей Якубовский и Динар Файзулин. Ваши аплодисменты! Таковы результаты открытого турнира Орангул-Батыр 2012. Ура, друзья! С праздником! С праздником! С праздником!